Слушайте, давайте вот невозможно с вами вообще общаться. Что это такое? Ты говорил о рисках, Алхаз. Да? Мы начинали с Ливана о рисках. То есть ты говорил о том, что из имущественных прав потом вытекают другие и так далее. То есть ты в этом видишь риски и обратился к юристу. Давайте. Юрист Андрей Львович, пожалуйста. Я вопрос не задал, он просто может подтвердить или не подтвердить. Ну давайте посмотрим, как он это прокомментирует, потому что для нас это важно. Для нас это важно. Мы говорим, что никаких политических, гражданских прав и так далее у этих людей не будет. Да? Я говорю, что это не важно. А вы сомневаетесь в этом? Права, они рано или поздно появятся. А сперва появятся социальные права, экономические права. Вы по факту, это давайте, закон уже читал. вы юрист, в общем-то, Конечно, юристы можете между собой конечно, поговорить. там написано, что это не предназначено для постоянного проживания. Ну, во-первых, как и кем это регулируется, и что такое постоянное проживание. 360 дней это постоянное проживание, не 365, а 360 дней. Это уже не постоянное проживание. Ну, Алхаз, я вижу, хоть юрист, он нигилист. Вот абсолютный нигилист. Ты говоришь, что написано, но что написано. Нет, то есть такое отношение к закону. Написано, но не как закон имеет правоприменительную практику. То есть без этого это просто риторика, которая в этот закон внедрена. Причем а можно говорить о том, чтобы не в таком законопроект принимать? И сказали, Это также не здесь так. написано, что право из приобретателя апартаментов, право получать на гражданство. Ну ничего, ну не получит, зато... Ну, да, написано, но получит, да? Находясь здесь, хотите так сказать? В законе написано, но получит. экономической деятельностью, занимаясь другими, здесь живя, конечно, у него появятся и право на гражданство. У нас получается как? Как Вот, появится право на гражданство? как не появится? Он будет здесь жить, находиться, И подаст он будет здесь документы. временно пребывать. Разница. Он будет временно Временно пребывать. А миграционное законодательство определяет сроки Оно временно меняется. пребывать. Так же, как вы хотите Хорошо. поднять сейчас этот закон, так же, вот также вот с такой Алхаз, же вы говорите, в уверенностью будущем вы нам поменяется. говорили про Алхаз, железнодорожные нет, все-таки мне... Нет, говорили про майнинг, Хорошо. говорили про Пицунду, Андрей, все. Ну, дайте Андрею Львовичу тогда слово. Все, Алхаз, прекращайте. Андрей Львович, пожалуйста, начинайте. Все уже. Давайте. Честно говоря, вот сейчас все очень сумбурно свалено, значит, попробую Ну, разобраться. Вот все-таки что он говорит о законопроекте. о гражданстве, о том, что они здесь в будущем будут проживать, о том, что они здесь в будущем будут находиться, тогда давайте... Замедленного действия, а именно немедленного действия. В чем она выражается? Конкретный пункт назовите, пожалуйста, как юрист. Алхаз. Я вам скажу. С вами в чем легче она разговаривать, мне выражается. высоко. Конкретно по этому закону в Абхазию имущественные права Да. получают 30 тысяч физлиц с семьями. Ну, допустим. 30 тысяч физлиц. Они здесь будут пребывать, я не знаю, 300 дней, 360 дней. Нет, закон Будут не позволяет. обрастать. Закон им это не А позволяет. что, сколько позволяет? 90 дней. 90 дней, день выезд, 90 дней, день выезд, 90 дней. Сколько дней? Надо ужесточить. 360 Надо дней ужесточить. получается, вы посчитайте. Надо ужесточить. 360 дней они Я находятся. спрашиваю, надо ужесточить? Выезжает. Надо ужесточить. Подождите, я к Алхаз, этому ответ вернусь. мне тоже интересно. Надо ужесточить. ужесточить? Конечно, надо, да, Все, надо. предложение принимается. Не принимается, это не так работает, это работает не так. Ваши планы по переселению сюда людей, заселению, Не-не-не, секунду. заселению, заселению. Потому что это не То есть это не люди, да? Нет, вы 360. ставите вопрос. Алхаз, Не надо я вас переводить. очень Не прошу. есть надо. вот эти Алхаз, Алхаз, я вас позиция, очень если он прошу. считает, что это Алхаз, переселение, я правда вас же? лично- Ну, Слушай, я отвечайте, буду очень говорить прямо. так, как есть. Я не буду передергивать не не говорить нужно. того, чего нет. Алхаз, По факту, это так хайцат нет, насущно. дайте я договорю. Получается, они здесь находятся 360 дней. Ну, уже ты занимаются 5 раз сказал 360 экономическими- дней. Ну, я хочу услышать ответ Андрея Львовича. Экономическими действиями. То есть это что? Это сразу, это люди. Например, у нас абхазцы, граждане Абхазии, они в этом плане очень мало конкурентоспособны с теми, кто может переехать, купить апартамент в другую страну. То есть у нашего населения нет доступа к финансовым институтам, кредитам,
Также у нас мало доступа к каким-то технологиям. Плюс еще эти же люди, которые здесь апарт-отели, апартаменты, они там занимаются этими же людьми. Там, в России, это те же люди, те же компании будут здесь строить эти апарт-отели и также будут обслуживать. В первую очередь, это коснется всех таксистов. Монолог пошел монолог. Очень интересно, я могу ему ответить? Как Нет, раз дайте поэтому- Ну вообще до очереди до Анны Львовича юриста не дойдет сегодня вижу. Ужесточения, я согласен, я Ну, согласен. англ, но заехал И Юр, это президент, так когда могут говорит, что надо усилить законодательство в сфере гражданства, что надо ужесточить пребывание в Абхазии. Я, конечно, согласен, надо усилить. Вообще-то ситуация стала теплее. Я думала, что полное отрицание вообще необходимости отношений. Тут мы уже о качестве законопроекта начинаем Я говорить. говорю о других О качестве. Нет, другие тоже. говорить вообще. Мама Кадистахзам, абсолютно. Это хорошее Хотим предложение. объективно. Постоянная риторика про инвестора, про апартаменты. Не, про ну то, вы что же кто-то- юрист, Это слушайте. есть. Сегодня мы закон принимаем, и завтра уже у нас начинается эта стройка, я уверен. Зачем сейчас это перейдем? А усиление... Алхаз, сказал ушли от завтра темы, вот он это уже вот. ушел от темы. Алхаз, Кто это сказал? Слушайте, этих Алхаз, законопроектов, о которых мы монолог говорим. можно остановить или вообще эфир остановить? А? Может эфир остановить? Потому что мы тоже хотим разобраться и услышать вас очень хотим. Чтобы вы знали, я лично очень хочу вас услышать. Так, как вы себе это представляете. Вы поддержите этот законопроект? Нет, этот Нет, законопроект так тоже мы нет. поддерживаем, потому что даже почему? его потому что суть этого законопроекта, она в корне противоречит Все-таки интересам Кристина абхазского Константиновна народа. хотела ответить. Вы хотите ответить? Конкретика. Давайте вернемся к нашим апартаментам. Вернемся к апартаментам. Мы размываем Ну, время, еще раз вернемся к этой теме. К апартаментам. Давайте к теме нашего разговора. Мы возвращаемся. Алхаз, я не знаю, что ты хочешь сказать, но я думала, что вы будете четко свои аргументы против говорить, да? Нет, дальше. Вот смотрите, один из аргументов против, который озвучивает оппозиция, это что лучшие земли, в том числе природоохранные, уйдут под строительство апартаментов. Поэтому давайте мы зададим им вопрос. Есть такой риск? Да. Почему вы за нас говорите? Ну говорите, потому что вы должны говорить это. Говорите. Например, Кристина Константиновна, которая сказала очень много таких красивых тезисов. Но, к сожалению, для нас сути это не меняет. Понятно. По апартаментам, пожалуйста, по апартаментам. Вы Да. сказали о строительстве. Я убежден на 99%, что весь этот закон, он как раз подточен именно под этот этап строительства. Нет. Ну, хорошо. Нет, я, это ваше мнение, но оно не оправдано Хорошо, в не данном оправдано. Дальше Хорошо, сбор как минимум идет, хорошо, ежегодный. Хорошо, нет. По факту получается, идет Алхаз, сбор, вы да. неправильно- Но понятно, что все это из-за этого. Естественно, такого не бывает, я никогда не слышал. И вообще это Ну, может, подход аргумент ваш прозвучал. государственный, когда мы сперва начинаем строительство, начинаем привлекать иностранцев на нашу территорию, а потом уже появятся финансовые инструменты, и мы все защитим. Я хотел сказать о том, что большой диссонанс, большой язык, суверенитет, большой диссонанс в вашей политике. То есть с точки зрения привлечения иностранцев, иностранного капитала, это постоянная риторика, это не останавливается, постоянные законопроекты, постоянные предложения. А с точки зрения защиты языка, суверенитета, гражданства, никаких инициатив просто нет. Митинг Халадов. Не, минуту. Алхаз, вы же юрист? Я что-то пропустил. Вы же юрист? Как юрист. конкретно. Когда первый закон об иностранных инвестициях был принят в Республике Абхазия? Ну, в 90-х годах. Да, почему, вы не знаете, как юрист?
чтобы привлекать инвестиции. Да, наверное, а почему да? в 90-х годах, когда было все Нет, очень ну, тяжело, такой закон был А принят в и 90-х принят? годах только этот закон был Нет, принят. я сейчас В говорю, том вы году говорите, закон что о мы говорим об гражданстве инвестициях и вообще принят. это... Назовите Скажите мне, инициативу, пожалуйста, почему в инициативу, 90-х годах был принят закон об иностранных инвестициях? привлекать А значит, это инвестиции. нужно было стране? А никто не говорит, что это не нужно. Ну вы говорите, Но что это я не говорю нужно. о дисбалансе. Весь Нет, я наш так не диалог сказал. сегодня сводится Я к тому, так что не это не сказал. нужно, но это не так. Дисбаланс не нужен. Не надо постоянно А только дисбаланса инвестиции. нет. Как А нет? дисбаланса Назовите, нет. что вы Более предлагаете того, вы говорите, по укреплению гражданства. Что вы предлагаете по укреплению... По гражданству суверенитета? объясните, Анна Что? Львович, здесь четкие есть ограничители. Вот президент сказал, Здесь есть- нужно укреплять институт гражданства. Какие предложения? Помнишь этот вопрос или мне сказал? Сам с ними... Сами озвучили, сами. Написано, что это нельзя переводить, но учитывая такое вот само Нет, направление нельзя, нашего скажем, у нас законотворчества, написано, если, да, исполнительной власти, что, скорее всего, сам закон будет изменен, и его переведут, наверное, в жилое, чем вот это все он будет проходить через эти все процедуры там, судебные в России. Что нереально Самый негативный практически. сценарий развития. он Нет, ну а предлагает. что, изменить закон нельзя? Ну, вы хотите Ну, либерализовать давайте о том, рынок. о приоритетах. Что я хочу сказать? В принципе, мы выслушали аргументацию, поговорили, но, естественно, мнение не изменилось. Понятно, что суть этого закона категорически противоречит интересам абхазского народа, абхазского государства. Такое большое количество иностранцев за несколько лет просто наша страна не выдержит. Естественно, мы не против инвестиций, мы не против апарт-отелей, мы против подхода инвестиций ради инвестора и инвестиций ради там, обогащения какой-то небольшой группы людей. И, соответственно, такой дисбаланс, он не может длиться долго, когда такие проблемы, как язык, суверенитет, местный, национальный предприниматель, они на втором плане, и постоянная речь о инвестициях, о инвесторе, причем прямой выгоды ни народу, ни населению, ни государству прямой большой выгоды не видно. А риски демографические, политические, экономические, социальные, ну, как вы думаете, если доля абхазского населения в стране будет падать, это хорошо скажется на социально-политическом климате в стране? По-любому это будет негативно. Плюс еще большое, огромное количество наших соотечественников, сограждан, которые резко выступают против такого единовременного изменения ландшафта Абхазии, да, во всех отношениях. Естественно, и готовы оппонировать этому многими способами. И это на данном этапе тоже не улучшает нашу ситуацию. Давайте думать о каких-то наших внутренних вопросах. Вот как Кристина Константиновна сказала, что вот стремление хотя бы до России, Китая, дойти в администрировании. Когда мы решим эти вопросы, когда у нас появится какой-то ресурс, чтобы участвовали в этом. Да, это же ресурс, есть же потребность, вы сами искали, кто-то хочет купить. Ну, надо сделать так, чтобы этот ресурс не был моментально разобран, чтобы наши граждане получили прибыль с этого в первую очередь. Не ставить под риски их сегодняшнее благосостояние в виде малого, среднего бизнеса и, естественно, укреплять наши национальные задачи. Нельзя за один раз отказываться от задач национально-освободительного движения абхазского народа. Ни в коем Мы случае. должны очень к этому вопросу относиться со всей Вот, ответственностью. насколько Поэтому я мое читаю, предложение отозвать временно данный законопроект, пересмотреть государственную политику, стать более абхазоцентричным, ориентированным на граждан Республики Абхазии. Вот что я хочу Ну, сказать. а зачем его отзывать, когда можно... А народу Абхазии... Я, насколько знаете, заметила, все-таки готовы обсуждать очень многие Да, вопросы очень из предметно, этого положения, да. поэтому могу... Нет, я не- я Алхаз. обращаюсь к Алхазу. Вот никто не говорит, что вот сегодня вечером надо парламент собрать и принять этот закон. И вот из того, что я мониторила, то, что я изучала, вот общественное мнение, есть несколько точек зрения. Вот одни считают, что
надо принять этот закон, и в конце концов мы живем в 21 веке, надо исходить из экономической целесообразности и так далее. Есть другая точка зрения, категорически не принимать этот закон и даже не допустить обсуждения парламентом этого закона. Я вот за Есть вот эту другая точку точка зрения, несколько, может быть, похожая на первую, но все же отдельно. Говорят о принятии продуманного закона, продуманного. А продумывать можно 10 дней, 20 дней, полгода, год, и такое тоже может Ирина случиться. Шутана, извиняюсь, я говорил не о продуманном законе, я говорил о продуманной государственной политике, когда мы снимем многие угрозы, когда мы укрепим свои институты. Нет, Если нет, можно, Алхас я Саттарович, позволю у сейчас- вас были хорошие Хорошо, конкретные я дам по предложения. одной Это была минуте, конструктивная по одной беседа. минуте Это были каждому- конструктивные предложения. Каждому спикеру Тогда по одной уже минуте, ну, такие завершающее законопроекты слово вы не скажете. будут, Если можно, возможно, потом я тоже скажу свое слово по поводу того, что вы говорите, что государственная политика нужна, стратегия нужна. Что-то я тоже думаю, себе позволю это сказать, потому что я знаю, что так многим можно зрителям поставить с интересно, что по уверенной этому поводу улыбкой я думаю, и мне не провальные очень решения просто в этом вопросе. защищать. Пожалуйста, вот На самом деле, я еще хотел добавить несколько вещей. Никто из нас не против апарт-отелей. Апарт-отель – это один из видов туристических объектов, и не вижу никаких проблем в апарт-отелях. Речь конкретно о программе привлечения собственников в виде физлиц, иностранных физлиц. И это очень опасная, рискованная затея. Единственное нивелирование этих рисков – это отзыв этого законопроекта и возвращение там каким-то к нему, там, я не знаю, я, например, вообще изначально против, но можно вернуться, когда мы укрепим наши институты, можно вернуться. Еще я хотел... редакция невозможно вот в том Нет, в нет, котором вы редакция говорите. невозможна, в принципе. Да, Ну, надо можно, я обязательно. не знаю, вместо него написать закон о туристической деятельности и внести туда там апарт-отели и так далее. А именно вот так, это не повестка абхазская, ни президент, ни депутаты парламента, когда шла предвыборная кампания, никто из них не предлагал такие меры, никто не говорил, что это нужно сделать. Это появилось как-то, вот, да, это совпадает с определенной риторикой там, со стороны исполнительной власти. Но когда мы видим там строящиеся гостиницы и так далее, это одно, это нас радует, мы в принципе не нормально к этому всему относимся. Но тут внутри реальные риски и угрозы, которые могут быть необратимы. И естественно, то есть даже если предположить, что, ну, допустим, да, вот давайте предположим, вы правы, ну хорошо, ну а если мы правы? Вы представляете, какая катастрофа? Давайте взвесим свои позиции. А и это невозможно примем взвесить. правильное решение. В чем Это проблема? невозможно Мы же вас к взвесить. этому призываем. Это невозможно взвесить, потому что риски такие катастрофические, что это мы реально на пороге, мы очень серьезно относимся к этому Я понимаю, вопросу. что Алхаз вы озвучиваете. У нас Мы слышали непримиримые Алхазскую позиции. национальную конференцию, общественную организацию. Да, и Ну, я да, очень мы, кстати, уважаю, предлагаем- и я поняла, что есть с чем работать, это очень важно. Да. Мы- Несмотря на то, что в какие-то моменты вы создаете нам такую ловушку, такую непонятно, все плохо, отозвали и закончили. Нет. А потом вы говорите немножко другое, может быть, вот это Что другое немножко интересно. другое? Да. Ну, не совсем. Вы говорите, отели, апарт-отели это хорошо. Я не Апарт-отель – это отель. хорошо. Вы так говорите. Апарт-отель – это хорошо. Но апартамент, то есть это что? Это подмена понятий. То есть под апарт- Как нет? Никакой подмены там нет. Написано, сейчас заново Хорошо, начнем. всё. Написано, Как подмена Все, как физические лица. В гостинице, что номера на физические лица туда оформлены. Что не получится?